В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Тимур Ханды. Национальную программу развития Дальнего Востока планируют представить президенту Владимиру Путину в ходе Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре во Владивостоке. Поручение разработать национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года глава российского государства дал в своем выступлении на заключительном заседании ВЭФ. Программа должна объединить мероприятия уже принятых национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов с учетом возрастающей доли Дальнего Востока в экономике России. С сегодняшнего дня индексация подлежит ежемесячные денежные выплаты всем категориям федеральных льготников, в том числе героям СССР, героям Российской Федерации, героям социалистического труда, героям труда и полным кавалерам Ордена Трудовой Славы. Так, сумма набора социальных услуг, включающего 3 льготы, составит 1121 рубль 42 копейки в месяц. Стоимость лекарственных препаратов – 863 рубля 75 копеек. Стоимость же путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний составит 133 рубля 62 копейки. Также на 4,3% повысится стоимость набора социальных услуг, входящего в состав ежемесячной денежной выплаты. Ежегодно федеральные льготники могут выбирать получение соцпакета в виде услуг или деньгами вместе с пенсией. Законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично. Центробанк России обсуждает с банками снижение стоимости обслуживания карты МИР для физлиц до уровня ниже, чем у международных платежных систем. Отметим, что сейчас тарифы МИРа для самих банков ниже на 10-15%, чем у международных платежных систем. Мы ведем диалог с банками, чтобы тарифы для клиентов физлиц по картам МИР были ниже по сравнению с тарифами по картам международных платежных систем. А также разрабатываем с банками совместные программы продвижения карты МИР, сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. В настоящее время МИР занимает 15% в обороте оплаты товаров и услуг. Представители Центробанка заявляют, что выпущено 54 миллиона карт национальной платежной системы, и тарифы по ним для банков ниже на 10-15%. Компания «Алроса» направит 832 миллиона рублей на реализацию программы по проведению экологических мероприятий. Компания увеличила объем средств, предусмотренных на повышение безопасности производственных процессов и сохранение природной среды в местах производственной деятельности. В частности, будет проводиться планомерная работа и с администрациями муниципальных районов, пострадавших в результате прорыва дамб, дражных котлованов на Ирляхском месторождении летом прошлого года. Кроме того, наблюдательным советом компании принято решение об ежегодном перечислении 150 миллионов рублей через Фонд будущих поколений на реализацию государственной программы по обеспечению жителей населенных пунктов источником водоснабжения которых является река Вилюй. Увеличили пропускную способность, проектную пропускную способность канала со 160 метров кубических в час до расчетных 250 метров кубических в час. Кроме этого, по многочисленным замечаниям, которые были даны в адрес компании, мы организовали независимое обследование всех имеющихся 15 временных гидротехнических сооружений. Министерство природы Российской Федерации привлечет около 200 миллиардов рублей внебюджетных средств на реформу в сфере обращения с отходами. Кроме того, из бюджетных средств на отрасль будет выделено 78 миллиардов рублей. Это деньги на строительство новой отрасли, софинансирование для строительства мусороперерабатывающих заводов, а также на формирование единой федеральной системы по обращению с отходами. Мы рассчитываем на внебюджетные средства. Собственно, интегратор и нужен для того, чтобы привлечь внебюджетные источники в отрасль, которые при наличии сильного государственного участника придут более охотно. Мы исходим из того, что потребуется около 200 миллиардов рублей внебюджетных источников. Точная цифра сейчас заложена. Это 182 миллиарда рублей, сказал заместитель главы Министерства природы Российской Федерации Денис Храмов. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.